Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у нас необычное интервью. Мы приглашаем гостей в студию, но сегодня мы пригласили нашу героиню по Зуму, потому что находится она в Турции. Привет, Бичен! Всем привет! Рада вас видеть всей командой, всех зрителей. Бичен Анайол, студентка, фрилансер, блогер, учится в Турции по гранту. Выпускница РГГУ Высшей школы экономики по специальности туризм. В прошлом активист Московского Тувинского землячества. Со студенчества набирала опыт работы в международных компаниях, в частности, в последнее время в сфере IT. Ведет небольшой свой блог в Инстаграме о жизни и учебе в турецком городе Измир. Бичен, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в Турции? Я учусь по гранту уже полгода. Выиграла грант летом прошлого года и, в общем-то, переехала. То есть я переехала до того, как это стало мейнстримом. Вот интересно, что это был за грант, почему ты вдруг решила участвовать в этом гранте, да, и на кого, собственно говоря, ты учишься там? Да, это хороший вопрос. Давайте расскажу, вот, кто я по образованию. Я закончила и бакалавриат, и магистратуру в России как раз в прошлом году по специальности туризм и гостеприимство. Магистратура менеджмент гостеприимства. И так получилось, что в прошлом году, в январе прошлого года, я слетала во время январских каникул в Турцию. После этого узнала о гранте Туркия Бурслары. Это грант, который включает в себя кучу университетов во всей Турции и предоставляет право учиться бесплатно, жить за счет гранта. Даже питание предоставляет, страхование и полностью обеспечивает даже дорогу туда и дорогу обратно после окончания университета. Можно податься на бакалавриат, можно податься на магистратуру и докторантуру. И как-то мне вообще отправил мой друг, путешественник Марк, он отправил мне эту ссылку, сестра тоже рассказывала, я по приколу подалась. Так уж получилось, вот реально по приколу, абсолютно. И я забыла ровно на полгода до того момента, как мне не пришло письмо, что меня приглашают на второй этап собеседования. Собеседование обычно начинается где-то в июне-июле, это для тех, кто, возможно, узнает и будет пытаться поступить. Я успешно прошла собеседование, подготовилась. Там есть ряд ответов, вопросов, которые нужны правильные ответы. На собеседовании рассказала такую про эмоциональную свою историю, когда впервые с танцевальным ансамблем «Алантос» в Туве поехала в Турцию на конкурс, танцевальный конкурс. Вот, и рассказала про этот опыт, про то, что мне очень понравилось, это вообще первый мой опыт за границей. И далее, уже в августе, после этого собеседования, совершенно случайно, в таком, знаете, спонтанном моменте я получаю письмо, что вы прошли, мы вас отобрали. Я очень была удивлена, потому что, как я уже сказала, я подалась по приколу, у меня не было прям мотивации сильной прям поступить. Я всегда мечтала учиться за границей, но не думала, что вот так это случится. В итоге в августе я получила это письмо, и весь август-сентябрь я готовилась к переезду. Переезд, в принципе, да, из одного места в другое, это очень такой немножко сложноватый процесс, но переехать в другую страну это вообще вдвойне было сложно, с учетом того, что мне нужно было уходить с работы, передавать дела, находить новую удаленную работу. В общем, было весело. Вот. Да, давай я тебя спрошу вот по поводу новой удаленной работы. А какую ты нашла удаленную работу? То есть я правильно понимаю, что сейчас ты зарабатываешь деньги на свою жизнь, на то, чтобы вот как-то обеспечивать себя там в Турции? Да, все верно. Я начала работать еще с 2019 года, когда последний курс бакалавриат, и как-то не могу представить по-другому. Вот.
до сентября прошлого года я работала в IT-компании, я понимала, что и в этой же компании на время пандемии мы все вышли на удаленку, благодаря чему я 5 месяцев работала удаленно в Кызыле. Тогда у меня сложилось в голове, что, оказывается, можно вполне себе найти удаленную работу и вот так вот, где хочешь, работать. То есть у меня открылась ячейка в голове. И в сентябре, когда я понимала, что я переезжаю в другую страну, мне в любом случае как бы нужно работать, да, обеспечивать себя более-менее. Я нашла работу удаленную в Skyeng. Это сейчас довольно известная крупная компания, языковая школа Skyeng. Устроилась рекрутером. Было достаточно круто. Наверное, я умею как-то, не знаю, обаянием своим захватывать людей. Меня сразу взяли с первым же собеседованием. Вот. Но, правда, через 2 месяца я не смогла совмещать полноценную фулл-тайм работу и учебу, мне пришлось уйти, но сейчас я тоже все равно работаю на удаленных проектах. А что это за проекты? После Skyeng у меня был опыт работы в школе программирования для детей Kotlin. Тоже очень классная школа, оттуда большой опыт вынесла для себя. И оттуда я ушла, потому что у меня не было продаж, то есть навыки продажников были не очень развиты. И сейчас я работаю на проекте по машинному обучению у Айры Мангуш, наша общая знакомая, наверное, помнишь, с команды Тувы. Да. Да. Я рассказываю про машинное обучение, помогаю менеджерить кураторов, и благодаря всему вот этому опыту работы я все больше думаю о том, чтобы, возможно, начать свое дело, которое помогает людям организовывать курсы, то есть какие-то образовательные особенно продукты. То есть как раз поддержка, вот видишь, даже с Zoom это все равно как бы задача, да, ты заметила, вот с этим помогать, модерировать, например, чтобы просто человек мог выступать, рассказывать, преподаватель, я могла бы поддерживать, модерировать, вот такие идеи. Ага, смотри, а ты, получается, училась в сфере туризма, а сейчас в Турции у тебя какое будет образование? В какой области? Тоже туризм. А работаешь ты, получается, в сфере IT. Вот не сложно ли тебе было совмещать туризм и IT-сферу? И вообще, как вот ты пришла к тому, что ты в итоге в IT-сфере? В общем, на первом курсе магистратуры я устроилась в 5-звездный. Мне понравилось, очень классные высокие карты. Я узнала, что такое сервис, что такое летающих пилотов Lufthansa, немецкой компании. В общем, классный опыт. Но что-то внутри мне подсказывало, что хочется чего-то другого, чем быть телефонным оператором. То есть как будто бы такое внутреннее несогласие было, и хотелось как-то... На тот момент у меня были достаточно такие большие амбиции, и хотелось прям что-то реально больше, знаешь. И в итоге я решила менять работу, плюс еще график был сложный, и в итоге я увидела стажировку на роль бизнес-ассистента в IT-компании немецкой. Работала там 1,5 года, вот вплоть до прошлого года. Все равно бизнес-ассистентство – это, по сути своей, как бы, гостеприимство, это все равно сервисность. Вот, поэтому хоть и то, что я сейчас делаю, да, то, что я общаюсь с клиентами, со студентами нашего курса и думаю в сторону вот этого модераторства, да, своего дела, это ведь тоже гостеприимство, просто в сфере IT. То есть суть как бы та же самая, как мне кажется, просто форма другая. А у тебя никогда не было проблем с языками, с иностранными языками? Были, конечно. То есть учить язык – это уже проблема достаточно. Могу сразу признаться, что у меня, например, плохо с тувинским языком. Я немножко чувствую вину за это, вот, но стараюсь учиться практиковать. Это первое. Второе – иностранные языки. Например, я говорю на английском, ну, так, чуть-чуть выше среднего. И сейчас учу турецкий язык, потому что учусь
ну, в Турции, да, и это языковой год первый прохожу. Проблем никогда не было как бы прям сильных каких-то проблем заговорить с кем-то. Вот. Проблема как раз в том, что нужно заставлять себя учиться системно. Вот проблемы были с системностью. И это не только про иностранные языки, а вообще в целом про новые привычки какие-то, ну, что-то новое. Системность, регулярность, дисциплина. Вот так. А твои занятия в турецком учебном заведении, они проходят на турецком языке, да? Да, все верно. С самого первого урока мы все студенты не владели турецким, и просто на протяжении всего года, вот, 6 месяцев уже, каждый день по 4 часа турецкого. То есть ты хочешь, не хочешь, ты все равно начинаешь улавливать, у тебя все это оседает в голове, и потихоньку начинаешь говорить на турецком. Плюс ты находишься в среде, в магазине, да, на улице, слышишь словечки, сленг, где-то маты, да, ты все равно как бы живешь с людьми, и как-то мне уже 2 раза за последний месяц сказали, что я звучу очень по-турецки, потому что я начала непроизвольно говорить всякие вот эти слова-паразиты на турецком. Или в турецком языке есть такое вот междометие, как в тувинском, типа «я», ты что-то говоришь и такое, типа «чок sıcak я», типа. Угу. Ну, еще турецкий, он же из группы тюркских языков, как и тувинский язык, да, то есть там что-то где-то перекликается, и, может быть, еще за счет этого проще как бы воспринимать и изучать турецкий язык. Да, это действительно так. Я думаю, что я немножко языковой читер, потому что грамматика, какие-то как-то глобально у меня получается быстро улавливать, что к чему. И заговорить, наверное, мне тоже помог тувинский язык в целом. Но, честно признаюсь, благодаря грамматике турецкого языка я начала лучше понимать тувинский. Например, вот недавно на турецком проходили грамматику, когда ты кого-то заставляешь что-то сделать, дыр, суффикс калдыртыр на тувинском калдыртыр. Я это поняла только здесь, представляешь? То есть я не ходила в тувинскую школу, и поэтому я очень благодарна турецкому языку, что лучше получается понимать и тувинский. Угу. А сколько лет тебе предстоит обучаться в Турции, и что тебя ждет после этого? Вообще, это 2-я магистратура, да еще и туризм, это 3-е образование по туризму. Все это звучит немного странно, возможно. Поэтому у меня в планах точно закончить языковую школу, а дальше продолжать ли учебу или нет, я думаю. Вот. А так мне нужно было бы вот этот год закончить и еще 2 года магистратуры. И тогда у меня была бы 2-я магистратура по туризму. То есть у меня также в планах, возможно, просто осесть в Турции, работать удаленно, full-time, и жить здесь как просто не как студент. А почему ты не хочешь продолжить, все-таки закончить 2-ю магистратуру? Потому что, когда я училась в магистратуре в Высшей школе экономики, там было очень сложно, вот, правда. В Высшей школе экономики даже всем платникам, бюджетникам очень сложно, если нормально учиться. И тогда я зареклась, что, боже мой, я закончу универ и все, и никогда больше не буду учиться, просто все, отдам диплом родителям и уеду. И вот так жизнь иронично сложилась, что в итоге я выигрываю грант и опять учусь, и опять хожу на пары. Никогда не говори никогда. Да. Так что осторожнее с этим. И поэтому ты не хочешь дальше, да, продолжать? То есть ты хочешь вот этот языковой год закончить и все? Ты знаешь, сейчас очень... Иногда нет смысла загадывать наперед, планировать что-то. Я просто держу в уме, что есть такой план. То есть пока основной план продолжать обучение, но я готова к тому, что, возможно,
как-то сценарий по-другому сложится. Скажи, а вообще в целом, что для тебя является высшим образованием? Для чего оно нужно? Нужно ли его вообще сейчас получать? Очень хороший, каверзный вопрос. Меня взрастили в такой, как бы, нас взрастили, да, в общем-то, всех нас, миллениалов, взрастили в среде, что высшее образование нужно, обязательно. Это фундаментальное высшее образование. Это, наверное, пришло с советского, да, советской культуры, советского менталитета. И когда я поступала на бакалавриат, у меня просто не было выбора. То есть у меня просто не было выбора, только поступить в универ, все. То есть по-другому нельзя. Но сейчас я слежу за многими блогерами, предпринимателями. Я думаю, что если мозги и талант и смелость позволяют, то высшее образование возможно, не обязательно. Но тут еще нужно ориентироваться на обстоятельства. Это одна сторона. Вторая сторона. Во многих странах третьего мира, да, дети, подростки, женщины, они борются за это право иметь высшее образование. То есть для них это большой, как бы, бонус, это социальный лифт. И кто-то этого хочет, мечтает. Допустим, когда я училась в высшей школе экономики на магистратуре, у нас там, я ходила на дополнительные занятия, дебаты по английскому языку, и там был пул африканцев, они были из Ганны. Так вот, они учились на пятерке, вот только, точнее десятки, да, там максимум десяток, и у них очень сильная была мотивация, они очень хорошо учились, сделали все домашние задания, очень активно выступали. И тут сразу видно, что у людей вот нацеленное получение высшего образования. Вот это вторая сторона. Есть еще люди, которые просто протирают штаны, лишь бы не попасть в армию, да, вот с такими ребятами я училась на бакалавриате, такая незамотивированная среда немножко тоже как-то, расстраивает. В общем, на этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Я думаю, что каждый должен как бы ориентироваться индивидуально на себя, на свои возможности, на обстоятельства, на свою семью и так далее. Сейчас, вот если бы ты год назад не стала подавать на грант, сейчас, вот в нынешних обстоятельствах, ты бы сделала все то же самое? Думаю, да, потому что, признаюсь честно, как раз-таки в прошлом году я встретила своего молодого человека, мы переписывались несколько месяцев и удаленно начали встречаться. Вот, он турок. И так уж получилось, все сошлось очень хорошо, что я как раз неожиданно вдруг выигрываю грант, и это очень кстати. И как бы этот переезд, с одной стороны, крутая возможность, исполняется мечта учиться за границей, с другой стороны, я ближе к своему молодому человеку. Вот уже прошел, наверное, 1,5 года уже прошло, как мы вот вместе. Это судьба. Это судьба, то есть мне действительно здесь на данный момент времени очень хорошо, комфортно, интересно, и я бы, наверное, не поменяла бы ничего. А ты знаешь таких же ребят, как и ты, которые тоже уехали учиться именно по гранту за границей, возможно, даже там, где учишься ты? Есть ли у вас какой-то комьюнити, я не знаю, там в Турции? Таких ребят очень много, которые поступили по Турке бурслары. В отличие от меня, они в большинстве своем поступали осознанно, замотивированно. Например, у меня есть подруга именно вот в Измире, где я живу, учусь. Она долгое время смотрела турецкие сериалы. Короче, в основном девушки очень влюбляются в Турцию еще до того, как приехали, по турецким сериалам и так далее. И вот у моей подруги есть как раз мечта выучить турецкий так, чтобы самой сниматься в турецких сериалах.
Мне кажется, это супер классная мечта. Вот, и она прям обожает Стамбул, вот, и она после Измира собирается переехать в Стамбул жить. Комьюнити очень большое здесь казахское. Я немножко оказашилась, потому что у меня очень много друзей казахов, и их здесь реально очень много, и поддерживают связь. Вот. Есть еще комьюнити тувинцев в Турции, это такой WhatsApp-чат. Вот, тоже помогаем друг другу, переписываемся. А ты с кем-то встречалась лично? Да, удалось, знаешь, вот буквально в январе, по-моему, или в феврале случайно сошлись Марк, мой друг-путешественник, потом еще Саяна, с которой у тебя уже было интервью, и еще одна Саяна, по-моему, да. А вот ты училась и здесь, в России, да, обучалась в магистратуре, высшее образование, и теперь учишься там в Турции. Вот есть ли какие-то существенные различия высшего образования в России и в Турции? Если говорить по систему, существенных отличий нет, но мы эту тему как раз-таки затрагивали на уроках. Единственное, что школьное образование в Турции 12 лет, и тут еще принято вполне себе прям полноценным этапом обучения считается association, это как колледж. То есть если здесь в России мы к колледжу так относимся, ну, среднее образование, среднепрофессиональное, ну, как, ну, как бы не очень, да, то здесь прям это полноценная ступень. Дальше бакалавриат и магистратура. И еще одно различие про магистратуру, это то, что, чтобы поступить на магистратуру, обязательно нужно владеть языком, иметь сертификат. То есть в России это опционально, желательно знать английский. Здесь для турков обязательно иметь сертификат английского языка. Для иностранцев иностранным языком будет считаться турецкий. Вот. Угу. А ты когда подавала на грант, у тебя были, да, вот эти сертификаты необходимые? Я подавала, Туркия Бурслары не требует сертификатов. Единственное, что если вы подаетесь, у нас 6 минут, если вы подаетесь именно на англоязычную программу, там понадобится сертификат TOEFL либо IELTS. Если вы подаетесь на туркоязычную программу, ничего страшного, ничего вам не нужно, главное загрузите ваши грамоты, рекомендательные письма по возможности и подайте. Главное подать. А турецкому вас научат в первом языковом годе. Живя в Турции уже, получается, больше года, изменились ли как-то твои внутренние установки, твое мировоззрение, мироощущение? Вот что-то поменялось у тебя в голове? Ведь все-таки, получается, ты уже продолжительное время живешь в другом социуме. Да, это очень классный вопрос. Я, наверное, сходу все не смогу объяснить, но попробую. Первое, что образование может быть не ментально насильственным. То есть... Добровольным, да? Да, и оно может быть мягким, оно может быть без унижений, без оскорблений, без заставления. Это я имею в виду именно как с преподавателями. У нас, например, преподавательница по турецкому языку супер этичный человек, который очень-очень внимательно относится к личным границам учеников, ну и своим тоже в том числе. Почему я это говорю? Потому что у меня у самой есть такие как бы воспоминания со школьных времен, когда ты выступаешь на конференции, там, пытаешься рассказывать, тебя просто перебивают, типа, ближе к делу, и начинают задавать вопросы. И я помню, как это было вот на конференции, и ты говоришь: подождите, пожалуйста, я сейчас перейду к этому вопросу, меня просто сняли тут же, вот просто потому что я попросила подождать, меня сняли с конференции и даже не дали возможность выступить. Или, допустим, когда, не знаю, унижают, да, то, что вот вы гуманитарий, да вы типа ничего не понимаете, вот из серии вот такого. Такого здесь нет. Здесь очень мягко. Тут, в принципе, люди друг к другу добрее относятся. Вот, наверное, так. И насчет доброты.
поскольку мне есть с чем сравнивать, я жила 6 лет в Москве, там люди довольно такие интенсивно живут своей жизнью, немножко агрессивные, раздражительные, и не исключаю, что я не была такой, да, просто постоянно в режиме выживания в Москве. Это метро, это столпотворение, это твоя карьера, это еще если ты учишься, в вышке, это очень сложно. И ты, конечно, такой вот в таком вот треморе, это сложно. И мне понадобилось реально 2-3 месяца адаптации здесь, чтобы успокоиться, чтобы перестать постоянно быть продуктивной, постоянно вот что-то делать. Это что? Знаете, когда как кульминация была, когда мы с друзьями-казахами вышли погулять, сходить в парк, и кто-то из друзей опаздывал, мы сели на траву и просто лежали, как пикник устроили. И вот солнышко, ребята, там кто-то на гитаре играет, кто-то отдыхает. И мне так было сложно просто сесть и ждать, что я начала прям домашку делать. Я прям вытащила, мне нужно было куда-то руки, мозги, куда-то себя деть, чтобы не сидеть просто так. Это меня очень сильно удивило. Сейчас я, наоборот, там, опаздываю в школу, так, ох, какое прекрасное солнце сегодня, какие ромашки, ну, ты видела, наверное, да, там, сторис, кошечки, там, очень, собачки. Я научилась замечать жизнь, я научилась не торопиться. Я правильно понимаю, что для тебя жить в Турции морально легче, чем жить в Москве? Да, я еще скажу потому, что помимо, да, там, солнца, моря и природы, и спокойного темпа жизни, особенно в Измире, Измир — это как местный Сочи. Еще сами турки очень, как бы тебе это сказать, вот в турецком слове есть сджак канлы, то есть горячая кровь. Не в том плане горячие вы, как кавказцы, да, а вот именно теплые, что ли, не знаю, какие-то очень эмоционально открытые. Как это выражается? Допустим, ты спрашиваешь дорогу, меня уже несколько раз водили прям чуть ли не за ручку и доводили до нужного места. Вот прям с тобой, то есть бросали все свои дела, там продавец из магазина вышел, меня проводил до нужного места. И даже вот в языке это чувствуется, вот очень хотела об этом рассказать кому-то, что всегда есть вот эта какая-то связь. Допустим, когда в любое место, куда ты придешь, независимо, это ресторан, кафе или просто забегаловка, тебе обязательно говорят «добро пожаловать в Хош Келдин». И в языке это парная фраза, ты должен в ответ сказать «Хош булдум» или «Хош булдук», если ты вместе с друзьями. То есть вот это есть контакт, вот такой момент. Допустим, у тувинцев, вот я вчера смотрела твое интервью, да, у Тайгана Мангуш, специалист по туризму, совладелец, по-моему, тот же тур, она рассказывала, что в Туве низкий уровень сервиса. Сервис начинается с нас самих, вот прям нас вот вдвоем, да, вот как мы с тобой общаемся, привет, спасибо, да, до свидания, класс, типа, как дела? Вот здесь начинается сервис. Когда мы научимся друг с другом ладить и друг с другом хотя бы здороваться, ты, наверное, знаешь, да, в Кызыле особенно заходишь, ты хочешь что-то купить, а на тебя не обращают внимания, не здороваются, ничего, как будто мы пришли там выпрашивать товары, хотя, по сути своей, именно продавец заинтересован продать нам свой товар и получить выручку. Вот, и вот от этого очень много учишься, и я, наверное, здесь хоть и работаю не по специальности, но я очень многое замечаю в таком вот мелочи, вот эти гостеприимства. Турки очень гостеприимный народ, мелочи сервисности. Допустим, по поводу убеждений, да, у меня молодой человек, он работает в сфере туризма, он повар, ну и официантом подбивает, в общем, он варится в этой сфере, и благодаря ему я перестроила в голове, что давать чаевые – это нормально, это, наоборот, хорошо. В моей голове раньше было давать чаевые – это
по-мажорски, да, типа, ого, типа, это столько лишних денег, что ты можешь даже чаевые оставить, вот, это у меня в голове сейчас потихоньку меняется. Нет, чаевые – это спасибо, это твое спасибо за хорошее обслуживание, да, за человеческое, скажем так, ну, это похвала такая. И в Турции это абсолютно нормально, это хорошо и приветствуется. Вот, и в целом, я даже забыла вопрос, пока говорила. Да, мы сравнивали Турцию и Москву, вот, как будто это какая-то отдельная страна, но тем не менее, действительно, так и есть. Но я добавлю еще, я скучаю по Москве. Почему? Потому что я только здесь осознала, как в России, в принципе, да, в Москве особенно развиты технологии связи и банкинга. То есть, допустим, до сих пор здесь вот прикладывать карточку – это прям отдельный вопрос. У вас бесконтактная оплата, то есть для людей это все еще в новинку. Тогда как в России, да, в частности в Москве, в Кызыле тоже все уже давно оплачивают там телефонами либо часами, да, это на Apple Watch. И все, это уже нет. Ну да, уже нет, но по крайней мере оплачивали. И здесь такого нет, это прям удивительно. То есть пару месяцев назад, когда я оплачивала по телефону, мне прямо спрашивали, вау, что это такое, я впервые это вижу. Или приложение, господи, приложение турецкого банка, которым я пользуюсь, очень неудобное, очень сложное, не только в плане языка, а в плане вот интерфейса. В общем, все-таки Россия, мне кажется, Москва довольно сильно лидирует вот в технологиях там, связи, контактных вот этих связей, банкинга и так далее. А как ты думаешь, вот с чем это связано? Почему, например, вот эти прогрессивные технологии у нас очень развиты, но при этом мы все такие злые и на стрессе, а там все наоборот, блин. Почему так? Почему, как связаны технологии, вот развитость и что в Москве люди злые, верно я поняла? Я не знаю, в целом это связано или нет, вот как ты думаешь, почему так? Почему у нас вот этот вопрос, он такой достаточно на серьезном уровне уже достигнут прогресс, да, у нас действительно суперудобные мобильные предложения именно для банков, да, практически все банки стремятся сейчас к тому, чтобы был очень удобный интерфейс, в один клик, перевод там и все такое. При этом вот, например, в той же Турции, да, и я знаю, что не только в Турции, я слышала об этом очень много и от других стран, что там тоже абсолютно не развита вот эта система, там, не знаю, интернет-банкинга того же. Очень классный вопрос. Не думала, что статья, которую я почитаю, когда-нибудь понадобилась. Короче, как раз читала статью, почему именно в России хорошо развиты вот эти технологии, и что в Штатах до сих пор платят вот по этой черной полосе карты. То есть даже не бесконтактная оплата, что кое-где даже можно встретить вот такой старый способ. Потому что долгое время, насколько я помню из статьи, Советский Союз был как бы в своем вакууме. И когда в 90-е этот вакуум лопнул и заработала рыночная экономика, и в то время как бы связь, как бы технологии связи были внутренние, советские. И когда в 90-е в России уже начали заходить как бы первые технологии, да, Россия вошла в вот эту сферу технологий уже на моменте развития. Оптоволокно, вот этот вот интернет, услуги связи. И эти компании вот на тот момент, которые зародились, они очень быстро начали расти, их несколько было, и это уже конкуренция. И тогда вот они вот быстро-быстро начали расти, то есть Россия вошла прямо вот в прогрессивный период развития связи. И компаниям нужно было конкурировать с друг другом, поэтому они постоянно улучшали. То есть у нас очень конкурентная среда, и именно благодаря этому у нас классное приложение, технологии и так далее. Тогда, как в других странах, да, в той же самой Турции, Штатах, Европе, это все медленно-медленно развивалось. То есть
И вот все это медленно до сих пор развивается в своем темпе. То есть Россия очень, ну, как бы вовремя зашла в стадию развития связей и быстро из-за конкуренции вот так вот разрослась крутыми продуктами. Такое, основная мысль была такая. Смотри, у нас не так много времени осталось. Хочу тебе задать несколько личных вопросов. Где ты видишь себя через год и кем? Очень сложный вопрос, правда. Давай я лучше расскажу, как бы я себя ощущала через год. Я хочу быть более финансово в безопасной среде, то есть очень-очень сейчас тема финансов, личной финансовой грамотности. То есть у меня будет точно какая-то подушка большая, надеюсь. Хотелось бы иметь свои проекты вести. Это, возможно, что-то связанное с медиа, потому что я веду свой маленький блог. Возможно, что-то связанное как раз-таки с поддержкой, модераторской, кураторской поддержкой курсов. И хотелось бы больше путешествовать, и хотелось бы еще больше заняться телом физическим, да, то есть это танцы, либо йога, либо регулярнее ходить в зал, потому что основа счастья человека, да, прям вот самое вот это в виде потребностей внизу, это нормальное чувство безопасности, это нормальное питание, сон, ну и физическая активность. Вот, хочется, чтобы вот эта нижняя часть, она была в хорошем состоянии. Вот, а куда меня занесет, я довольно немножко спонтанный человек, поэтому, если это заметно, поэтому я не могу загадывать, я просто могу хотеть состояние, которое я хочу. Есть те моменты в твоей жизни, о которых ты сожалеешь? Конечно, есть. Например, что не уделяла должное внимание, наверное, не знаю, надо было в магистратуре даже лучше учить Python, программирование, финмодели, то есть это такие мелкие, а так, чтобы прям совсем уж сожалеть и прям очень-очень жалеть об этом, вроде нет. То есть только мелкие моменты какие-то. А за что ты гордишься собой? Это ты самозванца, да, такое задаешь? Мне долгое время было непонятно, за что мне стоит гордиться, потому что мне всегда вся моя мотивация в прошлой вот стадии жизни была в том, чтобы мной гордились родители. Чтобы я сама собой гордилась, это было сложно. Это было непонятно, типа, что можно собой гордиться. Но, наверное, я горжусь тем, что я не сижу на месте, постоянно что-то делаю, и многие мои друзья, знакомые знают меня как человека, который постоянно что-то делает, суетится. Вот. И я горжусь еще тем, что я умею работать над собой в плане рефлексировать, замечать и потихоньку менять свою жизнь. Потому что если бы я этого не умела, то, ну, не знаю, мне кажется, я была бы другим человеком, намного более неприятным, необразованным, таким тяжелым, потому что характер у меня достаточно тяжелый, и только благодаря саморефлексии, да, самоанализу, интересу психологии мне получается как-то улучшать себя. Вот, я умею саморазвиваться, пытаться, по крайней мере. Не было ли у тебя мысли здесь, в Туве, развивать туризм? Эта мысль была, особенно когда я участвовала в волонтерской программе международного фестиваля ХМА. Кстати, там я была гидом-переводчиком турецкой делегации. То есть все к этому сводилось. Но я не знаю, как-то мне бы хотелось, но не на постоянной основе, наверное. Возможно, только приезжать на лето и участвовать в интересных, классных проектах. То
так, чтобы 24/7, круглый год, мне кажется, немножко сложно. Я как-то не вижу себя постоянно в туре. Мгм. Ну и финальный вопрос. Что такое любовь? Любовь, ну, наверное, это когда... Это вот я не могу словами это описать, я могу только описать. Это когда у мамы маленький ребенок, который постоянно капризничает, хочет кушать, какать, писать, и все, вот он такой вот, ну, очень много энергии и не дает тебе спать, а ты все равно заботишься о своем ребенке, все равно любишь его, растишь и желаешь всего самого лучшего. Вот это, наверное, любовь. То есть принятие, понимание, доброта, поддержка, что-то такое. Спасибо большое, Вичен, спасибо. Мы это сделали. Да, ура! Спасибо тебе.